Улучшение качества жизни граждан. Переселение из аварийного жилья продолжается. Только с 2019 года собственными квадратными метрами обзавелись 260 семей. Вместо старого жилья, непригодного для проживания, граждане получили новые квартиры, да еще и с дополнительными квадратными метрами. При этом на первом этапе переселения из аварийных домов предлагается сразу 3 варианта на выбор. В рамках 185-го федерального закона есть 3 механизма по завершению программы переселения граждан из аварийного жилья. Это приобретение готового жилья у застройщика, это строительство нового многоквартирного дома и выкуп аварийного жилья у самих жильцов. То есть мы им выплачиваем выкупную стоимость за их аварийное жилье. Таким образом, новоселье не так давно отметила и Лиза Точиева. Женщина получила новые квадратные метры в микрорайоне Юбилейный в Назране взамен старого аварийного жилья. Создала уют и теперь не нарадуется. Конечно, условия такие. В трехкомнатной квартире и двухкомнатной общежитие. Разница мягкмеется. Такие. Только радоваться, махам даст пока. А так, фаддаска. Что делать в квартире? Резваться, не стать. Благодаря да, садут, подчайцу, сиги хоз, анадет, вот вопроса. Да, оба садут, масыни, улка, мадхигач, комахигасага. Только в прошлом году в Назране в рамках республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда с 2016 по 2021 годы в свои новые квартиры переехали 8 семей. Это жители второго дома на улице Грейдерной. Они переселились в многоквартирный дом по улице Московская, дом 13. Жильцы довольны предоставленным жильем. Мы с ними общались после того, как уже завершилась вся процедура. В этом году мы отдали последние документы жителям, подтверждающие то, что квартира перешла им в собственность. При этом мэрия Назрани в текущем году признала аварийным еще один многоквартирный дом в городе. К нам обращались в конце прошлого года жильцы дома номер 15 по улице Московская. У нас здесь была встреча с городоначальником Русханом Юлоевым этих жителей. Мы общались, приглашали специалистов. По итогам этой встречи была организована межведомственная комиссия, которая выехала в этот указанный дом. И по итогам работы этой межведомственной комиссии дом по улице Московская, 15 был признан аварийным. Мы собрали все необходимые документы и направили заявку в Минстрой Ингушетии. Дальше уже будет приниматься решение, в какие годы этот дом войдет в программу по расселению, по переселению. Переселение граждан из аварийного жилья ведется благодаря поддержке федерального правительства и личного контроля со стороны главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и софинансированию республиканского бюджета за 3 года жителям выдали в общей сложности 2452 квадратных метра. Так как федеральным центром в рамках нацпроекта устанавливаются показатели на 2022 год, нам установлен показатель – это расселение 100 человек и 1720 квадратного метра жилья. Но по нашей программе в 2022 году мы планируем расселить 198 человек и 2172 квадратных метра жилья. Увеличить показатели удалось благодаря республиканской адресной программе. Она реализуется поэтапно. Также госкорпорация «Фонд содействия ЖКХ» одобрила Минстрою заявку на более 90 миллионов рублей. На сегодняшний день у нас заключено соглашение с городом Сунжа на выкуп 38 жилых аварийных помещений. Из них заключено соглашение с жильцами, уже 16 семей заключили соглашение. Эти соглашения зарегистрированы в МФЦ. И по 12 жилым помещениям уже произведены выплаты более 26 миллионов. Планируем до конца октября месяца провести выплату по оставшимся жилым помещениям, по которым будут заключены соглашения у города Сунжа с жильцами. Проблемы с безопасностью и коммунальные неприятности для многих жителей теперь остались в прошлом. Ингушетия показывает один из лучших результатов в России по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Это стало возможным благодаря усилиям главы республики Махмуда Али Калиматова. Минстрой республики планирует завершить все мероприятия, запланированные в рамках нацпроекта, досрочно. Зелимхан Галоев, Мухаммад Билакиев, Новости 24.